Наша страна готова начать эвакуацию россиян из Китая в связи с коронавирусом. Об этом несколько часов назад заявила вице-премьер Татьяна Гуликова, которая возглавляет оперативный штаб. По ее словам, в России выявили 2 случая заражения, оба заболевших граждане Китая. Один находится в Тюменской области, другой в Забайкалье. Они изолированы. Гуликова также сообщила о приостановке выдачи рабочих виз китайским гражданам. Вся последняя информация у моей коллеги Татьяны Ребезовой. В ночь на пятницу Всемирная организация здравоохранения признает вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. И уже утром вновь собирается оперативный штаб под руководством вице-премьера Голиковой. Прежде чем прийти к приводить информацию о тех дополнительных мерах, которые мы приняли, я бы хотела проинформировать вас, что службами Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено 2 больных новой инфекции коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением жестким, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая. Один из них находился на территории Китайской Народной Республики почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января. И второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся 28 января. Оба находились так скажем, течение заболевания было достаточно легким, в удовлетворительном состоянии. Оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение, в боксированную палату. Риска дальнейшего распространения заболевания на сегодняшний день нет. Больной коронавирусной инфекцией находится в специальной боксированной палате. Его состояние удовлетворительное. Он выздоравливает. С 0 часов 31 января закрыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Также ограничивается перемещение граждан КНР через монгольско-российскую границу. Прекращается авиасообщение, кроме регулярных рейсов Аэрофлота в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. И еще 4 китайских авиакомпаний. Все эти самолеты будут прилетать в Шереметьево в отдельно выделенный терминал F. Уже сейчас на онлайн-табло терминала только китайские рейсы. Встречать пассажиров будут сотрудники Роспотребнадзора. В международном аэропорту Шереметьево усилен санитарно-карантинный контроль. Лица, прибывающие из Китайской Народной Республики, досматриваются с применением дистанционной термометрии, а также в терминалах при помощи стационарных тепловизоров. Тотально идет проверка людей, прибывающих как из международных, прибывающих международными рейсами, так и внутренними. Аэрофлот разрешает пассажирам с билетами в Китай, оформленными не позднее 24 января на даты до 7 февраля, изменить дату вылета или сдать билет без дополнительной платы. В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае Аэрофлот принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям Аэрофлота в и из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота. Россияне, находящиеся в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй, будут вывезены в Россию, если сами дадут согласие. В ближайшее время МИД свяжется с ними и составит точные списки. Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и Хубэя. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находится, окончательную цифру. По предварительным данным, в Ухане находится 300 человек, на территории провинции Хубэй 341. Мы определим соответствующие борта, которые полетят в Ухань для того, чтобы транспортировать наших граждан сюда для последующего помещения под карантин на 14 дней. Сопровождать борта будет служба Роспотребнадзора. Вернут на родину и российских туристов, отдыхающих на китайском острове Хайнань. Сейчас в Хайнане находится, по данным Ростуризма, порядка 2665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены в Российскую Федерацию. Для них не будет организован, они будут возвращены чартерными рейсами
Карантина для них не будет. Карантин будет только для тех, у кого будут выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура. В правительстве успокаивают, защитных средств в стране достаточно, а за ценами на противовирусные препараты будут пристально следить. В некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты, и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям и производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией. Оперативный штаб дает поручение Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору по пресечению попыток завышения цен. Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий. Большая часть пассажиров прямого поезда Пекин-Москва выходит в Иркутске. Сначала в вагоны поднимаются медики в спецкостюмах. У каждого измеряют температуру. Полный контроль. В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии создана лабораторная группа по диагностике коронавируса. Ученые обрабатывают пробы подозрительных пациентов и в течение 5 часов ставят диагноз, болен или нет. Пока по всему Поволжью ни одного подтвержденного случая. У нас в стране разработаны, я считаю, очень хорошие диагностические препараты, работают прекрасно, диагностический уровень их очень высокий. Производство 2 уникальных тест-систем налажено в Новосибирске. Их разработали специалисты Государственного центра вирусологии «Вектор». В неделю выпускают примерно 25 тысяч таких наборов. Этого достаточно, чтобы обеспечить все регионы нашей страны. Специалистами центра «Вектор» разработаны 2 новых уникальных диагностических набора, которые позволяют выявлять новый коронавирус очень с высокой чувствительностью. Один из них непосредственно выявляет новый коронавирус. Второй набор, он позволяет выявлять как новый коронавирус, так и вирус тяжелого острого респираторного синдрома. Более нам известен как вирус атипичной пневмонии. Национальный план по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории России утвердит глава правительства. Однако защита от вируса – это ответственность и каждого из нас. Сегодня не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, ровно потому, что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Мойте, пожалуйста, руки. Мойте, держите в чистоте свои гаджеты. Не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, и в первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу. Важно отслеживать состояние детей и пожилых. Для людей в возрасте этот вирус наиболее опасен. Татьяна Ремезова, Анна Колка и Алексей Келевра. Вести. Москва уже уведомила Пекин о начале эвакуации наших граждан из провинции Хубэй. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Многие наши соотечественники начали готовиться к отъезду. Число погибших от коронавируса в Китае достигло 213 человек. Заболевших уже почти 10 тысяч. Какова обстановка на этот час? Из Китая репортаж Александра Балецкого. Они еще не знают, как и во сколько все это произойдет, но новости из Москвы уже передают друг другу. Россия эвакуирует своих граждан из закрытого на карантин Уханя. Что касается настроения по поводу этой эвакуации, оно положительное. Все ждут дальнейшей информации. Есть те, кто хочет уехать, есть те, кто не хочет. Сейчас все взвешивают за и против. Тем, кто примет решение лететь в Россию, после посадки придется отправиться на 2-недельный карантин и ждать результатов обследования. В Китае их теперь тоже проводят с помощью экспресс-тестов. Вот эти разработали в шанхайской лаборатории, а этот в провинции Цзянцу. Смертельную инфекцию выявляет за 8-15 минут. И первые образцы уже в Ухане. Для выявления коронавируса мы аккредитовали 28 больниц и смогли увеличить скорость ежедневной диагностики с 200 проб до 4000. Это и есть одна из причин пугающей динамики, когда за ночь число зараженных снова выросло больше, чем на 1500 человек. Всего заболевших уже почти 10 тысяч. В последние 2 дня мы наблюдаем стремительное увеличение подтвержденных диагнозов.
Но это не потому, что заболевает больше людей, а потому что скорость диагностики с новыми тестами и методами выросла. Китай устанавливает новый стандарт реагирования на вспышки эпидемии. Заявление главы Всемирной организации здравоохранения. Ночью там объявили ситуацию с коронавирусом чрезвычайной и требуют от всего мира немедленных мер по диагностике и изоляции больных. Главная причина этой декларации не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Нас больше всего беспокоит возможность распространения вируса в странах с более слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены к борьбе с ним. В помощь уханьским медикам уже прибыли 50 новых бригад, 6 тысяч врачей. Городские клиники расширяют, в сельской глубинке строят 70 новых. Нам помогают доктора из всех отделений. Сейчас можем принимать до 400 пациентов в день. На них весь Китай сейчас и смотрит с надеждой, и многие стремятся помочь. Вот полицейские, узнав, что доктор спешит на операцию, везут его прямиком к пациенту. Слова благодарности уже из операционной. А эта женщина в электричке без маски. Сейчас за такое штраф 200 юаней. Но вместо квитанции проводник протягивает свою, новую. Дальше и без перевода понятно. Производители защитных масок уверяют, их конвейеры работают без остановки. Только в Хубэй к концу месяца выпустят 8 миллионов штук. Понятно, что для эпицентра заражения катастрофически мало. Потому и идет сюда помощь со всей страны. Ночью прислали 1200 коробок медикаментов. Для гуманитарной помощи мы создали специальный коридор. Ее проверяют и отправляют дальше. Этим, видимо, и объясняется, почему в тех же пекинских аптеках масок днем с огнем не найти. Зато на каждом углу люди с градусниками. Обязательно измерять температуру теперь и при въезде во все жилые офисные комплексы. Вот, охранникам раздали специальные электронные термометры. Кстати, кроме масок, на них надели еще специальные защитные очки. Вот, говорит, можно проезжать. Выходные в Пекине официально продлевают уже до 16 февраля. Мировые авиакомпании одна за другой отменяют рейсы. Китай, наоборот, увеличивает. Чартерами возвращает из-за границы всех туристов из Уханя. На борту режим дополнительной очистки и вентиляции. Тотальная дезинфекция. Сейчас повсеместно. Александр Бавальский, Инна Кошкина, Михаил Артюхин. Вести из Китая. К этой минуте заболевшие есть уже в 20 странах. Сегодня вирус добрался до Италии. Там выявлены 2 случая заражения. Власти на полгода ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас с подозрением на инфекцию в Риме госпитализированы 12 китайских граждан. А в Таиланде вирус нашли у местного жителя, который не ездил в Китай, то есть заразился уже внутри страны. В КНР больше не летают регулярные рейсы крупнейших авиакомпаний Европы и Азии. Одна за другой европейские страны эвакуируют своих граждан. Сегодня домой вернулись сотни британцев и французов. Их поместили в карантин на 2 недели. Германия завтра вышлет за своими гражданами военный самолет. Больничные койки уже подготовили прямо в аэропорту Франкфурта. Владимир Путин провел сегодня оперативные совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства проинформировал членов Совбеза о прошедших накануне переговорах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и об израильском видении недавних инициатив Вашингтона по ближневосточному регулированию. Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация с распространением коронавируса. В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. В ней президент выразил сочувствие и поддержку всем, в чьи семьи пришло горе, и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим. Глава государства уверен, что решительные меры Пекина остановят эпидемию. Он также заявил о готовности оказать Китаю необходимую помощь.